По данным исследования платформы «Деловая среда» и «Рамблер», Чувашская республика возглавила рейтинг регионов с наибольшей долей молодежи, зарегистрировавшей бизнес в 2023 году с показателем 56%. Далее следует Удмуртская республика, Оренбургская область и Республика Дагестан. Об этом было заявлено на окружной встрече Клуба молодых предпринимателей «Трека Росмолодежь Бизнес», которая впервые прошла в Чувашии и собрала 115 бизнесменов из всех регионов Приволжского федерального округа. Вообще развитие предпринимательства и в особенности молодежного предпринимательства является одним из, на мой взгляд, приоритетов любого региона. Это исходит из нескольких, на мой взгляд, аспектов. Первое, конечно же, каждый регион, в том числе Чувашская республика, заинтересован, чтобы экономика диверсифицировалась, чтобы появлялись новые точки роста, ну и соответствующим образом люди могли самореализовываться. А кто самый активный, кто самый ищущий, кто самый креативный и способный, самое главное, преодолевать, а самое главное, нацеленный преодолевать, это, конечно же, молодые люди. Чувашия вошла в число 65 пилотных регионов, где создан клуб молодых предпринимателей «Росмолодежь Бизнес». В проектах клуба приняли участие более 50 молодых предпринимателей республики. Он реализует проекты, помогающие молодежи развивать предпринимательские компетенции, повышать уровень финансовой грамотности, а также запускать свое дело. Мы очень хотим далее выстраивать плотное взаимодействие с «Росмолодежь Бизнес» и, конечно, чтобы молодежь могла реализовываться через проекты данной организации. Мы здесь хотим проводить мероприятия как республиканские, окружные, так и федерального значения. Но и, конечно, те проекты, которые есть, такие как точки притяжения, хотелось бы, чтобы во всех муниципалитетах нашей республики создавались. Клуб молодых предпринимателей – это больше, чем просто платформа для общения. Это сообщество людей, которые горят идеей поднять предпринимательство на новый уровень во всех регионах России. То есть мы можем познакомиться с нашими, скажем так, соседями, да, с предпринимателями из других регионов, обменяться контактами, узнать что-то полезное, пообщаться с крутыми спикерами, представляющими крупные компании, и в целом интересно провести время. Главное – это грамотно написать бизнес-план и найти средства на реализацию проекта. Для этого существуют различные гранты для молодых предпринимателей. Главное найти ту стезю, в которой собирается предприниматель развиваться, потому что сегодня форм предпринимательства много разных, начиная от самозанятости, которая очень удобная, с низкой налоговой ставкой, завершая уже крупным предприятием, которое свои меры поддержки имеет. Ну а мы ориентируемся, Центр «Мой бизнес», на малый и средний бизнес, у которых больше всех нагрузка и который нуждается в поддержке. Благодаря новым знаниям и навыкам предприниматели могут масштабировать свой бизнес и внести свой вклад в будущее России. Нам в основном рассказывают о государственных поддержках. Например, это либо уже на уровне региональном, либо вот на государственном уровне. Некоторые, возможно, именно в самом институте у нас тоже есть поддержка, именно трудоустройство, вот, чтобы набираться опыта, чтобы начинать. На самом деле очень много всего рассказывают. Обмениваться опытом очень важно. На такой встрече можно поделиться лучшими практиками. Ну, молодежи сейчас в данный момент интересно вообще все. То есть молодежь разносторонняя. Как вот у нас, например, который актив мы весь сегодня привезли, ребята из разных областей. Но ребятам интересно что-то новое. Что-то новое, неизвестное. И вот это их что-то драйвит. И как бы такой рост, чтобы у ребят был рост, развиваться, что-то интересное. Из Кировской области приехал большой актив разносторонних молодых предпринимателей. Каждый из них хочет стать успешным в своей сфере. Это обменяться опытом. Все-таки разные регионы в одном округе. Это достаточно полезно. Второе – получить знания, потому что сегодня представлены представители крупного бизнеса с успешными кейсами, которые, в принципе, любой молодой предприниматель, если очень захочет, получить нужный опыт, сможет повторить и стать таким же классным и успешным. Поэтому это основная цель. Также мы приехали делиться своими практиками. Региональный клуб Кировской области по итогам рейтингов сейчас на первом месте. И мы хотели бы, чтобы как минимум все регионы Приволжского федерального округа были на таком же уровне. Программа форума включала в себя участие в стратегических сессиях и мастер-классах, работу в группах, разбор кейсов и встречи с интересными людьми. Занимаюсь я таким бизнесом, как лечу людей, то есть это кинезиология, остеопатия, нутрициология, разбор анализов, то есть все, что связано, так сказать, можно с нетрадиционной медициной, то есть без медикаментов, уколов и таблеток.
Вообще, в принципе, для чего нужны встречи? Ну, во-первых, это классное событие, которое можно собрать разных предпринимателей, найти точки взаимодействия, какие-то контактами обменяться. Во-вторых, это все-таки прокачка и, опять же, и себя, и других людей. Вот. И очень полезное мероприятие для развития, не знаю, своих скиллов, навыков или еще чего-то. Благодаря клубу можно получить поддержку финансовую, административную и инфраструктурную. Специалисты проконсультируют, как открыть и развивать свое дело. Ребята из Кирова, например, своим примером показывают, как молодые предприниматели участвуют в жизни государства. И, с одной стороны, помогая и отправляя огромное количество продуктов, каких-то изделий и закрывая потребность СВО, а с другой стороны, объединяя огромное количество и большую часть молодых предпринимателей своей области вот в единое сообщество и тем самым подчеркивая такой тезис, что в сообществе развиваться быстрее и проще, чем одному. Так что открыть свое дело не так сложно, как кажется на первый взгляд. Главное – иметь желание, смелость и характер. Молодым предпринимателям я желаю не бояться трудностей, пробовать новое, экспериментировать, строить гипотезы, проверять их и давать новое своим клиентам.